Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто хочет вас соблазнить? Если тема вам интересна, такая, пикантная тема. Если вы хотите знать, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно. Так, мои хорошие, тут даже мужчина сам вышел себя показать, про себя рассказать. Да. У мужчины странные ноги. То ли он куда-то ездит, знаете, либо постоянно передвигается на автомобиле, может быть, это велосипед, мотоцикл, какое-то транспортное средство. Либо он какой-то командировочный, постоянно в каких-то разъездах, командировках. Мужчина постоянно за вами ведет слежку, наблюдение и слежка. Мужчина может за вами фактически наблюдать, из окна соседнего дома, либо делать дырки в вашей спине, когда вы работаете, потому что он ваш коллега. Также, возможно, мужчина пасется в ваших социальных сетях. Либо мужчина кого-то просит за вами присматривать. То есть кто-то о вас ему постоянно говорит, что она там то делала, сё делала, с тем там встречалась, туда ходила. Такие-то у нее дела. Понятно, если он там выездной, разъездной, в командировках постоянно находится, то он кого-то просит за вами подследить. Плюс, сам еще, пытается в моменты приездов за вами наблюдать. Мужчина этот уже пытал свое счастье вместе с вами. То есть он пытался быть с вами, возможно, в недавнем прошлом, у кого-то давно эта ситуация была. Мужчина получил очень жесткий отказ от вас. Жесткий, прям такой жесткой форме, некорректной. Кстати, в интернете, мужчина мог и в интернете к вам приставать, и вы его послали, и вообще, может быть, заблокировали. А мужчина, не знаю, у него какой-то недостаток есть, какой-то недостаток, изъян. У одних отыграется, что он не свободный, семейный мужчина, и вы его просто послали к семье, к жене и детям. А у других отыграется, что мужчина, скорее всего, приверженец какой-то вредной привычки. Либо в прошлом был приверженцем вредной привычки. А вы не любите таких мужчин. И вы прям так и сказали: иди, алкаш, подальше. Или иди там, другое слово, тоже подальше. На лицо он симпатичный. И фигура у него неплохая. Что-то есть в нем такое, что вас от него оттолкнуло. Может быть, какое-то поведение его такое наглое, фривольное, хамское. Что-то вас оттолкнуло от этого человека. Либо вы о нем что-то знаете. Может быть, какие-то сплетни, подробности его разгульной жизни. То есть вы его мало того, что всерьез не восприняли, так даже, знаете, как на дух не переносите. Сейчас подумайте, кто пытался к вам подкатить свои кукушки, кого вы послали далеко и надолго, на небо за звездочкой. Вспомните этого человека, это он. Это он. Этот мужчина, он совершенно не умеет ухаживать за женщинами. Абсолютно не умеет. У него все сводится к юмору ниже пояса. Кстати, обратите внимание, он себя показал, говорит, я такой рукастый, головастый, красавец, артист, танцор, этот певец, на машине катаюсь, весь такой при делах. Кстати, с карманом денег, это он так показал. И плюс он сразу показал свой прибор. Вообще нормально? Мне, чужой женщине, показывать, себя с этим прибором со своим. Говорит, какой-то у меня. Ужас, просто ужас. Неприличие, ужасный человек.
Так, девчонки, может быть, кстати, он и подкатил к вам вот именно с этим предложением. Типа, о, смотри, какой у меня, давай-ка я тебя осчастливлю. А вы ему такая: леща, ну, пошел отсюда. Вот, и это произвело на него впечатление. Вот он не смирился, девочки, что вы ему отказали. Вообще не смирился, ни в одном глазу. Вы как будто бы этим отказом его еще больше распалили. И он такой: крепкий орешек, да? Ну, посмотрим, посмотрим. Типа, я хорош собой, я красавец, я тебя добьюсь. И сейчас, получается, он занимается тем, что он собирает информацию о вас. Вот детально, скрупулезно собирает информацию. Ему кажется, чем лучше он будет вас знать, тем быстрее он найдет дорожку к вашему сердцу. Вот чем он занимается. Понятно тогда. Ключик, видите? Он ищет ключик к вашему сердцу. Ключик ему пока недоступен. Недоступен. Знаете, вообще хочется сказать, что это мужчина какой-то хулиган. Хулиган, да. Ну, либо про таких говорят: хулиган. То есть для человека там материться, кому-то морду набить, вот для него вообще не проблема. Может быть, он этим и живет, да. Для развлечения это делает. Такой горячий. Он горячий, руки у него чешутся. И ведет он себя неприлично. Хотя женщинам он нравится. Вот лицо у него симпатичное, женщинам нравится. Знаете, как плохие мальчики нравятся. Крутые мальчики нравятся. Кстати, у него, вот я не могу понять, то ли у него машина дорогая, то ли у него должность какая-то вот прям денежная. Может быть, бизнес у него свой есть. Он себя, кстати, очень уверенно чувствует вот именно по деньгам. А еще этот человек, не знаю, он что-то носит на себе вот как знак, символ религиозной принадлежности. Прям такого большого размера, что прям на показ, что все видели, что вот этот человек верующий, что прям очень верующий, да, у кого-то прям крестом на всю грудь, а у кого-то другой, да, другой религии принадлежит. Вот знак отличия вот идет у него. Он носит это. Носит. Кстати, он очень любит украшения. Он любит, например, дорогие часы. Перстни любит, да, вот что прям такой большой болт был. Любит себя украшать, любит себя парфюмировать, да, то есть может там облиться одеколоном, и за 2 километра уже понятно, что это он идет. Не такой. Кстати, женщину он очень часто меняет. Не могу сказать, что сколько женщин у него было в постели, но ну, каждый день он их меняет, понимаете, каждый день. А иногда такие дни, когда он уходит в загул и может сразу с несколькими в один день быть. Такой вот он человек. Кстати, слава дурная, да, я уже говорила, дурная слава за ним ходит. Возможно, это стало причиной того, что вы ему отказали, что он бабник. Бабник, причем уже такой, знаете, заскорузлый. Не, ну это отказник, вы ему точно отказали. Отказали, не смирился. Мало того, вот этот отказ, он прям запалил его. Знаете, такой челлендж. Она мне отказала. Не-не-не, я ее добьюсь, я ее соблазню. Знаете, ему хочется вас соблазнить. Соблазнить. Вот цель именно соблазнить. И чем больше он о вас думает, чем больше он к этому готовится. Может, кстати, да, может, его какие-то мужики высмеяли, что вот вы ему не покорились. Тем больше он о вас думает, тем больше он в вас, девочки, влюбляется на самом деле. Я не знаю, что хуже, что лучше. Чтобы в тебя влюбился бандит, либо чтобы бандит тебя желал, либо хулиган. Вы уж сами там в комментариях пишите. Но вы на него, кстати, можете влиять. Вот, чтобы вы для себя знали. Влиять вы на него можете. Вот другие женщины не могут. Даже его мама на него не могла повлиять, а вы можете. Он как-то не может аргументировать в вашем присутствии. Либо в вашем присутствии вот вся его эта колкость, острость, она куда-то девается. И он себя чувствует тупеньким. Да, вот язык к небу прилипает, и он такой тык-тык, сказать ничего не может в вашем присутствии. Это его, кстати, бесит. Бесило раньше, не бесит сейчас. Вообще, девочки, он вас представляет в таких картинках. Ну, мне даже стыдно про это говорить.
Ох, мечтает тут. Он считает, что если вы с ним проведете ночь, то типа вы там так обалдеете, забудете обо всем на свете и будете вот прям за ним хвостиком ходить. Вот представляете, вот так он считает. Это же какого ума человек, чтобы такое думать и чтобы так действительно считать, в это верить. Вот какой он мужчина. Но я вижу, что ему обломится. Вот реально ему обломится. Если вы его не захотите, если вы его, ну, он не сможет вас добиться. Не сможет. Даже если он будет там ползать вокруг вас бубном, умолять, рыдать, не знаю, поклоняться вам. Но вы такая принципиальная дама. Он хулиган, а вы принципиальная. И ваши принципы, они железобетонные. Вот если вы сказали «нет», это значит навсегда. И нет никакой возможности хоть как-то что-то поменять. Но он этого еще не знает. Он, конечно, подозревает, но он до конца не знает. Значит, девочки, на ближайшее время этот мужчина готовит какой-то план, готовит какое-то яркое действие. Ему очень хочется пустить вам пыль в глаза. Ну, типа, смотри, какой я шикарный, смотри, сколько у меня денег. Ох, какой я крутой, он там, девки на мне виснут. На каждой руке по десятку. Посмотри, посмотри, я такой мужик, а я, видишь, к тебе подхожу. Но это вызовет у вас просто ужасную такую реакцию, антипатии, да, сплошной антипатии. Это будет еще хуже. И смотрите, еще хочу предупредить, чем грубее вы с ним, чем жестче вы его от себя отстраняете, тем больше он будет распаляться в вашу сторону. Вот это такая палка о двух концах. Тут непонятно даже, как себя вести. И так не так, и этак не этак. Вам нужно как-то найти золотую середину, чтобы у него к вам тух интерес, и чтобы он от вас отстал. Это не путевый мужчина, девочки, он абсолютно не путевый. Он вообще какой-то не семейный. Даже если у него есть жена, я же говорю, он изменяет, он вот предпочитает свои удовольствия, деньги тратить на себя, чем на свою жену, на своих детей. Такой человек. Очень пафосный, понимаете, очень пафосный, хвастун. Да, может быть, ему есть чем похвастаться, но все равно это очень неприлично, когда люди хвастаются. Знаете, его так интересно показали, его показали орлом, но орлом, который летит головой вниз. Не в небо вверх, а головой вниз. То есть человек, который падает, вот все ниже и ниже опускается и падает. Ох, мои хорошие, видите как? Хулиган и бандит вас желает. Либо человек с такими наклонностями. Вы девушка, женщина прозорливая. Вы знаете в мужчинах толк. И этому кавалеру точно обломится. Не для него вы созданы, абсолютно нет. Вы это понимаете. Вы принципиальная, вы никогда не уступите. Единственное, что еще хочу предупредить, что этот мужчина может пытаться распускать руки. Но опять же, примите меры, что там перцовый баллончик, свисток, может быть, что-то тяжеленькое в сумке носить. Да, опять же, можно там на ногу наступить, там, укусить больно. Вот помните про меры предосторожности. Это не для всех, это для кого-то прям совсем уж отчаянного. Но тем не менее, мужчина может пытаться вас где-нибудь там поцеловать, приобнять и насильственным образом, грубо говоря, там, затащить в кафе. Вот, имейте в виду, он может, вот он накрывает, понимаете, накрывает. Ему, когда хочется вас, он ведь вообще ни о чем не думает, у него прям глаза как кровью наливаются, там письма наливаются кровью и глаза, мозг полностью отключается. В этом опасность, кстати. Примите меры. Еще я вам бы посоветовала носить с собой охранную молитву. Напишите своей рукой 90-й псалом, либо молитву «Сон Богородицы». И носите с собой. Она вас защитит, она вам поможет. Я не вижу у вас отношений с этим мужчиной ни при каких раскладах, ни при каких обстоятельствах. То, что он вас так желает, это его проблема. Его и больше ничьи. Так, мои хорошие, берегите себя,
уважайте себя, цените себя и будьте счастливы. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.